Автопробегом по городам России авторы проекта «Мир Кавказу» вновь прибыли в Ингушетию из Ростова-на-Дону. Проехав сотню километров через Карачаево-Черкесию и Дагестан, организаторы форума фестиваля решили провести очередную научную конференцию у нас в республике. Я в Ингушетии 5-й раз, но вот ребята у нас завтра экскурсионный день, они завтра более подробно ознакомятся с традициями, культурой Ингушетии. Что могу сказать по себе, то первое – это замечательный теплый прием, теплые люди, замечательная природа. Вообще очень всегда хочется вернуться в Республику Ингушетию для того, чтобы нам работать в этих замечательных стенах Ингушского госуниверситета. Пока ростовская делегация проходит регистрацию, в Ингушский государственный университет прибывают гости из Адыгеи и Чеченской республики, студенты, сотрудники и выпускники вузов. Около 80 человек из 4 субъектов России решили принять участие в форуме «Мир Кавказу». В первой половине дня собравшиеся дают старт научной конференции. Одна из главных тем обсуждения – межэтническое и межконфессиональное взаимодействие на юге страны. Большой и насыщенный доклад подготовила и Татьяна Сацик на тему возможностей и пути построения единой российской нации. Главная мысль заключается не в том, что нужно отказаться от своей региональной идентичности. Главная мысль в том, чтобы общество чувствовало себя как бы гражданами России. Не только вот, например, в дагестанцы, вот они называют там, мы там, например, из Дагестана, чтобы они готовы были назвать себя там мы россияне, например, чтобы чувствовали себя и с другими регионами как-то ассоциировали не только вот с тем, что вот мы именно вот в этом регионе живем и мы вот к нему только относимся, чтобы чувствовали себя частью России. Активно в беседу включаются и участники из Чеченской республики. На всеобщее обсуждение они вносят одну из самых актуальных тем современности – терроризм и экстремизм. Как противодействовать этой идеологии в молодежной среде и какое влияние на ее распространение оказывают социальные сети. Ася Магомадова уверена, отсутствие знаний о религии и незанятость – вот основные причины уязвимости молодых людей. Нужно помогать этим людям не только проводя различные мероприятия, но и на психологическом уровне, потому что некоторые вовлекаются туда именно из-за психологических проблем или проблем внутри семьи, или непонимания со стороны своих родителей и окружающих их людей. Организаторы из Южного федерального университета призывают участников форума к активному взаимодействию как в рамках мероприятия, так и за его пределами. Преподаватели ИНГУ и ученые республики могут включиться в работу по созданию ассоциации кавказоведов. У нас есть идея собрать специалистов, в том числе со всех этих стран, да, и призвать их к диалогу, к исследованию. Мы хотим запустить новый журнал на иностранном языке по проблемам Кавказа. Сегодняшних участников будем приглашать туда в качестве рецензентов, экспертов, которые будут публиковаться там или читать другие статьи. У нас очень много проектов, очень много идей, да, и вот сегодня мы хотим их обсудить и предложить на широкий круг. Организаторы конференции подготовили для участников развлекательную часть, которая тоже несет в себе массу полезной информации. Собравшимся показывают видеоролик, в котором отражены достопримечательности и культурные особенности каждого региона. Кроме того, авторы проекта поделились результатами проведенного социального эксперимента. Харизматичный, дерзкий, опасный. Смелость. Волосы. Такому живому диалогу между организаторами и участниками форума молодые ребята только рады. Анжела Гумова уверена, это возможность не просто узнать больше об особенностях народов юга страны, но и наладить межнациональные связи. Этот форум мне интересен тем, что здесь представлены различные национальности: Ингушский государственный университет, чеченская делегация и мы. Вот. То, что можно поучаствовать в диалогах, можно высказать свое мнение, здесь свобода слова. Вот. Хочется познакомиться с новыми людьми, обменяться опытом и дальше взаимодействовать и улучшать нашу республику и помогать улучшать другие. Такие форумы позволяют нам обобщать молодежь. Молодежь знакомится с друг другом, они общаются, они видят, кто как живет, и поэтому хочу призвать вас всех, не стесняясь, знакомиться, общаться и продолжать дружбу дальше. Впрочем, форум только начал свою работу. Впереди насыщенная образовательная программа, возможность обмена накопленным опытом и налаживания добрососедских отношений между регионами. Мадина Пугоева, Хаваш Гуйгов, Новости 24.